Когда я впервые коснулась этих стен, мне показалось, что они дышат. Не кирпичом, не штукатуркой, памятью. Каждый шрам на этих стенах — чья-то судьба. Эта история не про здания, это про людей, которые отдали жизнь за право стоять на сцене. И про тех, кто до сих пор продолжает их дело. Идея снять фильм пришла в исторически важный момент для театра. Он приобрел новый дом и готовился к переезду. Я шла по пустым коридорам, и каждый метр отзывался памятью. Здесь, на пустынной сцене, среди коробок и театральных реквизитов, ожидавших новую жизнь в новом доме, я слышала эхо будущего и прошлого, спрятанные, как страницы старого письма, которые мне теперь предстоит зачитать. Театр сегодня как человек, у которого много шрамов, но он улыбается. И улыбается так, что хочется узнать, что он пережил и кого потерял. Историю татарского театра невозможно понять через стены, ее нужно читать через лица. Ведь каждый из них — камень фундамента, даже если их имена сегодня звучат редко. Чтобы понять, как родился татарский театр, нужно осознать, что он был рожден вопреки. До революции любое светское искусство в глазах части общества считалось развратом или праздностью. В те времена у татар не было профессионального театра. Люди жили в деревнях, работали от рассвета до заката, но у них всегда было желание рассказывать истории. И когда группа молодых и невероятно упрямых людей решила создать театр, за спиной шептали: «Сумасшедшие!». Прежде чем появился театр, появилось слово. Основоположник татарской драмы Габдрахман Ильяси – археограф и фольклорист, человек, который умел слушать время. В 1887 году он издает драму «Бишара кыз» – «Несчастная девушка». Это была не просто пьеса. Она говорила о свободе личности, о праве женщины на голос, о просвещении как пути к будущему. Для своего времени это было смело, для сцены – судьбоносно. «Бишара кыз» стала первым литературным маяком, который осветил дорогу татарскому театру. Эту дорогу подхватил великий Галиаскар Галиакберович Камал 1879-1933 года. Он писал пьесы ночами, пряча их от отца. Его первая пьеса «Беда от любви» стала манифестом нового искусства. Он один из основателей татарского профессионального театра. В его ранних пьесах «Бәхетсіз егет» – «Несчастный юноша», «Үш бәдбәхет» – «Три злодея» просветительская традиция впервые встречается с живой жизнью. Здесь рядом существуют отцы и дети, молодость и усталость, судьба татарской женщины и люди, оказавшиеся на самом дне общества. Камал смотрел на героя не свысока, а изнутри. Он давал не только ответ, он задавал вопрос. 22 декабря 1906 года. Казань. Зимний вечер. Несколько молодых людей, студенты, гимназисты, мещане решаются на невозможное. Они ставят спектакль. На родном языке, в обществе, где театр считался грехом. Этот день станет днем рождения профессионального татарского театра. Когда со сцены впервые заговорили на родном языке, люди плакали. Они услышали себя. Костюмы шили из штор, афиши писали арабской вязью, декорации собирали из стульев и покрывал, но сцена уже жила. Играли сатиры на жадность, суеверие, семейные драмы, миниатюры, похожие на сегодняшние КВН-сценки, музыкальные номера между актами.
История Саяр началась с учителя Ильяса Кудашева-Ашказарского. В 1905 году в Оренбурге он создал первую профессиональную татарскую труппу, для которой даже добился разрешения из Санкт-Петербурга на постановку пьесы Островского «Учение свет». После раскола труппы ее превратили в общество странствующих артистов. Но в 1907 году по предложению Габдуллы Тукая у труппы появляется новое название – «Саяр», что означает «передвижной». Это был театр, который шел пешком. Не потому, что хотел странствовать, а потому, что у татар не было своего здания, и потому, что общество боялось. Боялось не сцены, боялось мысли. Вдруг театр научит людей думать. Они шли по Поволжью, Уралу, Кавказу, Средней Азии, пешком, на подводах, в поездах 3-го класса, иногда бесплатно, иногда выменивая билет на спектакль. Спали на полу школ, на сене, в мечетях, ели, что давали зрители. В зале было так холодно, что люди сидели в валенках, укрывшись одеялами. Но приходили. Играли где придется, на базарных площадях, в сараях, «Беда от любви», «Жалкое дитя», «Бич». Эти спектакли стали хлебом для души, но плата за этот хлеб была высокой. За право играть тебя могла отвергнуть семья. Лишь сегодня мы понимаем, Ильяс Кудашев-Ашказарский был человеком-факелом. Он не просто основал театр, он стал его душой, первым актером, первым двигателем. Его отвага не грубый удар, а тончайший резец, прочертивший первую трещину в стене запретов. В 1926-м за этот титанический труд ему дали звание Героя труда. Но главный памятник не звание, а свет, который он зажег. И сквозь эту трещину на ослепительный свет рампы ступила женщина, чье имя стало синонимом этой отваги – Сахибжамал Гизатуллина-Волжская. Первая профессиональная татарская мусульманская актриса смело вышла на подмостки. Ее имя стало символом мужества и прорыва в мире, где искусство, религия и женщина считались несовместимыми. Ее дебют состоялся в 1907 году в труппе «Саяр», и это было революцией. Сахибжамал Гизатуллина-Волжская стала голосом татарских женщин. Ее репертуар от комедий до драм трогал сердца зрителей. Ее смелость проложила путь для Фатимы Ильской, Гульсум Болгарской и других. Ее имя навсегда осталось в истории татарского театра. Первая, бесстрашная, незабываемая. Габдулла Кариев, режиссер-новатор, педагог, создатель реалистической школы, художественный лидер, отец татарского театра. Он неустанно совершенствовался в актерском мастерстве и требовал того же от других. Здоровье было слабым, но труппе он говорил: «Однажды мы создадим такой театр, что его имя будет написано золотыми буквами». Они ночевали в телегах, подшивали ботинки картоном, грим делали из угля и муки. Но после спектакля зрители несли их в дом, кормили, согревали, потому что за бедностью видели правду, ту, ради которой стоило идти пешком через всю страну. Так рождался театр. Не в роскоши, не в залах, а в дороге и в людях, которые знали: без сцены жить невозможно. Сегодня стены, помнящие шаги Саяр, стали храмом памяти, восточным клубом Шерек. Здесь прошлое не застыло, оно дышит. На реке времени оживают лица тех, кто шел пешком через всю страну. Их маршруты светятся на карте. А в центре зала, словно сотканные из света, голограммы актеров начала века снова играют старую пьесу. Театр продолжается, даже спустя 100 лет. Их путь начался здесь, в Казани, в здании, которое стало первым домом. Восточный клуб «Шерек» не просто музей, это портал. Портал, где прошлое дышит в унисон с настоящим.
Здесь, в этих стенах, где в 1911 году Саяр дал свой первый казанский спектакль, теперь живут их тени. Вы можете прикоснуться к истории буквально. Листаете интерактивную книгу, и со страниц смотрят на вас Кариев и Султанов. Надеваете AR-очки, и вот вы уже в той самой гримерке, где актрисы Саяра красили ресницы сажей и дрожащей рукой поправляли парики. Это место – машина времени, где пыль архива превращается в живой свет проекций, а тишина хранилищ – в шепот забытых реплик. Шерек – это не склеп для памяти, это сцена для диалога. Здесь проводят экскурсии, где голос гида смешивается с фонограммами старых спектаклей. Здесь, в зале на 40 мест, проходят камерные концерты и читки пьес, ровно так же, как век назад. Это живой памятник, где дух Саяр обрел, наконец, свой вечный, неугасимый свет. Театр Саяр – это не просто страница истории. Это колыбель, о которой мечтал Габдулла Тукай. Колыбель, которую качали не только актеры, но и весь народ. Каждым спектаклем, каждой верстой, каждой слезой в зале. Начало 20 века. Мир менялся, и в этих изменениях проявлялась новая сцена. Но время было жестким, каждую пьесу согласовывали с партийными органами. Любая неправильная мысль могла закрыть спектакль навсегда. Два имени, определившие татарский театр: Галиаскар Камал, сатирик-обличитель, и Карим Тинчурин, философ, поэт сцены. Тинчурин создал феномен татарской мелодрамы, уникальный, сугубо национальный жанр. Их спор был о форме, но служил одной цели – быть честным зеркалом народа. Их эпоха началась здесь, в этих стенах, и должна была обрести свой дом. Октябрь социалистик революциясы 1917 елда булган шушы зор вакыйга безнең татар театрының юнәлешен бик үзгәрткәндер минемчә. Чөнки 17 елда инде безнең Саяр труппасы бөтен илгә танулы бер 10 еллык тәҗрибәсе булган профессиональ театрга әйләнгән була. Һәм Габдулла Кариев шушы вакытта бик уйлана, ул барсында аңлый, белә, татар театрына махсус бина кирәк. Алар менә Шәрик клубында үзләренең спектакльләрен куйганнар соң вакытта. Аннан соң Италиянда Беренче бөтен дөнья сугышы башлана һәм алар аннан китәргә мәҗбүр булалар. Менә 17 елга килеп җиткән вакытта Кариев бүгенге Габдулла Тукай музейның бинасын театр итмәкче була. Һәм ул аңа үзенең беркадәр матди өлешен дә кертә. Ә менә инде татар театрының 20 еллыгына, димәк бу 1926 ел була, бик күп зур вакыйгалар була ул вакытта. Татарстанның атказанган артисты дигән исемнәр бирү башлана. Аннан соң татар театрының 20 еллык тарихы турында зур җыентык чыга. Аннан килеп менә шушы бинаны ул вакытта ул яңа клуб дип йөртелгән, моның үзенең тарихы бик кызыклы. Шушы бинаны татар театрына бирәләр. Моның авторы архитектор, рус һәм совет архитекторы, тумышы белән чыгышы нәсел белән ул немец, Амлонг. Ул менә шушы Тукай музейының архитекторы да булып санала. Һәм менә 1926 елдан башлап 1987 елның башына кадәр, димәк 60 ел буе Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры биредә иҗат итә. Һәм бу 60 ел бу зур дәвр. Театрда гына түгел, илдә бик күп төрле үзгәрешләр булган. Әйтик, шушы 1926 елда бит безнең Зәңгәр шәл әсәре язылып һәм сәхнәгә куела. Менә димәк, инде ул бер гасыр. Һәм әле әйтергә кирәк, шушы әсәрнең генә дә, Зәңгәр шәлнең генә дә күп язмышы шушы җырда бәйләнгән. Ул башта уңыш белән бара. Аннан соң Карим Тинчурин үзе Булатны, Ркия Кушловская дигән бик матур җырчыбыз Мәйсәрәне уйный. Карим Тинчурин аны үзе куя.
Карим Тинчурин пришел в театр молодым человеком, с деревни, где земля и небо давали и силу, и тишину. Его вдохновляло все, что рядом. Смелость труппы «Саяр», огонь Галиаскара Камала, голос народа, который ждал зеркала на сцене. Он начинал с малых ролей, но не оставлял пера. Ночью, при свечах, Тинчурин писал слова, которые рождали образы. Его первые пьесы, поставленные в Казани, встретили зрителя честно, с смехом, слезой, узнаванием. Признание пришло не сразу, но пришло и закрепило за ним имя драматурга. В 1920-е годы он стал одним из ведущих режиссеров и драматургов театра. Его пьесы «Сүнген юлдузлар» «Угасшие звезды», «Зенгершель» «Голубая шаль» вошли в канон. Они говорили о судьбах человека, о времени, которое испытывает души и меняет обычаи. 1930-е. Коллективизация. Идеология проникла в каждый диалог, в каждый костюм. Времена, когда сцена могла стать обвинением. Идеологические штормы коснулись и театра. 30-yıllarның башы, ниндидер изләнүләр, аннан соң коллективизация, колхозлашу еллары, һәм ул бу Зәңгәршәлдәге уен артистларның бөтенесенең киемнәрен бөтенләй үзе күргәнчә, төрле төстәге киемнәр, һәм хәтта ишан бөтенләе белән яшелдән киенгән була, һәм хәтта сакалы да яшел булырга тиеш була аның. Шул вакытта ишанны уйнаучы зур артистыбыз Зәйни Солтанов режиссерга ялына, хәтта тезләнеп, зинахар өчен сакалымны гына булса да ак калдырыгыз инде дип. Һәм анда башка артистларның да битләрендә тракторлар, комбайннар ясалган була, менә шушындый чор заман белән бергә атлау, изләнү, шундый кызык чорда булып алган. Зәңгәршәл моны да күргән. Шушы Зәңгәршәлне яңадан сәхнәгә менгерергә дигән әмер булуга һәр берсе җанланып китә, бөтенесенең исендә, җырларда, арияларда, сүзләрдә. Һәм шушы премьерага, беләсез, Татарстанның бөтен районнарыннан 1-2 ел буе йөк машиналарына төялеп халык агыла. Барсы да Зәңгәршәлне яңадан карарга. Менә шундый бер хикмәтле Зәңгәршәл инде ул безнең һаман да сәхнәдә, сезоннарны япканда да, ачканда да, кайда булса, гастрольгә барганда да без шушы спектакль белән ачабыз аны, театрның визиткасы дип. В те годы одна из пьес «Җилкәнсезләр» без витрил была признана цензурой неблагонадежной и запрещена. По воспоминаниям современников, актеры продолжали работать в тени, репетировали в подвалах, шепотом готовили сцены, чтобы не привлекать лишнего внимания. 1937 год. Время большого террора. Тинчурина арестовали, обвинили в национализме. Его жена в это время ждала ребенка. Тинчурин был казнен. Его имя запрещено, его пьесы сняты. 1941 елның көзендә Мәскәүдә татар театрының декадасы булырга тиеш була. Әдәбият һәм сәнгать декадасы. Һәм коллектив зур рухлану белән, илһамлану белән шушы зур имтиханга әйтергә мөмкин әзерләнә. Әмма ләкин менә 22 июнь 41 ел яшен суккан кебек хәбәр. Икенче көнне җылыш җыла һәм труппадан яшь артистлар, бик талантлы яшь артистлар, шулай ук театр хезмәткәрләре 40-лар кешене инде фронтка озаталар менә шушы биналардан. Аннан аларның 20-се әйләнеп кайтмый. Без Бөек җиңүнең 40 еллыгына биредә беренче тапкыр шушы һәлак булганнарга һәм сугышта катнашучыларга, ветераннарыбызга багышлап менә биредә бер матур мәрмәрдән хәтер тактасы эшләгән идек. Бернигә дә карамастан 20-дән артык яңа әсәр күрсәтелә. Анда комедия да бар, Хуҗа Насретдин, анда бар Король Лир да Шекспир әсәре, анда беренче тапкыр сугыш турында язылган әсәр Нәкыйсәмбәтнең Мәрьяме дә бар, һәм тамаша залы һәр вакыт тулы була.
Анда яралы солдатлар, шинелләр кигәннәр яки анда колхозчы хатыннар да телогрейкалар киеп суык әлбәттә залда. Кыскасы, театр үзенең эшен дәвам итә. 1941 год. У них не было декораций, была только правда чувств. Артисты взваливали на плечи свои нехитрые пожитки и шли к людям. В госпиталь к раненому бойцу, в поле к уставшему пахарю, в холодный клуб продрогшим женщинам. Играли, пели, согревали. И человек распрямлял плечи. Нәкъ менә шушы сәхнәдә Островскийның «Яшенле яңгыр» әсәренең премьерасы булган көнне төп рольдә Катерина ролендә Фатыма Ильская, татар сәхнәсенең театрның йолдызы уйный. Һәм аңа шушы көнне китереп тоттыралар кайгылы кара хат. Аның бердән-бер улы, искиткеч, акыллы, талантлы, шүбәр, хәрби егет Фуат һәлак була. Инде җитәкчелек әйтә, бәлки сез уйламассыз, Фатыма ханым, мондый көнне без куеп торыйк, спектакльне калдырып торыйк. Әмма Фатыма апа, бу бит менә үзе дә бер төрле батырлык. Юк, тамаша залы тулы, халык спектакль көтә. Мин шатлыгымда да, кайгымда да тамашачым белән булам ди. Һәм ул көнне артистлар сәхнә артыннан карап торалар, ул искиткеч уйный, барсы да елап карап торалар. Менә шулай итеп югалтуы да, уңышы да, табышы да артистларның, театрның шушы 60 ел эчендә, бу бинада иҗат иткән 60 ел эчендә 1957 елда татар театрының Мәскәүдәге декадасы бик уңышлы уза. Һәм безнең бик күп кенә артистларыбызга мактаулы исемнәр бирәләр. Театрга шул чорның иң зур дәрәҗәле бүләге Ленин ордены бирелә. Һәм безнең Хәлил Әбҗәлилов Король Лирны да, Хуҗа Насретдинны да уйнаган киң кырлы талантлы артистыбызга СССРның халык артисты дигән беренче безнең Татарстанда мактаулы исем бирелә. Менә шундый табышлар белән бергә әлбәттә бу бинаның диварлары бик күп югалтуларны да хәтерли. Ул Галиәскәр Камалның кинәт үлеме һәм биредә 2 көннән артык халык чират Галиәскәр Камал белән хушлашу була. Шулай ук биредә Сәлих Сәйдәшевне озату да һәм безнең бик күп кенә хөрмәтле бөек артистларыбызны шушы бинаның шушы баскычларыннан озаталар һәм халык тамашачылар ташкыны белән бергә. Моның яраткан артистлары шул ук Зәйни Солтанов, шул ук Абдулла Шамуков, Фуат Халитов, Фатыма Ильская, Гөлсем Болгарская һәм башкалар. Менә без Кәрим Кинчур исемендәге драма һәм комедия театрының музей бүлмәсендә. Шунда әйтеп китәргә кирәк, бу театр бит менә шушы бинадан килеп чыккан. Безнең филиал булып Академия театрының эшли башлаган, һәм инде ул әлбәттә күптәннән мөстәкыйль зур театрыбыз безнең. Аларның әнә матур музей бүлмәсе бар. Без менә бу Татарстандагы театрның фойесында үзебезнең артистларның иҗатына багышланган фотокүргәзмәләр белән берлектә, хәтта рәссамнарыбызның күргәзмәсендә оештырайдык. Чөнки театрга килгән тамашачы әйтәләр бит, бер атуда 2 куян дип. Үзебезнең театрында, спектакльдә карый һәм шул ук вакытта Татарстандагы рәсем сәнгате белән дә таныша ала иде. В самые трудные времена у искусства находятся свои тихие защитники. Одним из них стал актер, режиссер Шариаздан Сарымсаков. Если Камал был бичом пороков, а Тинчурин поэтом души народа, то Сарымсаков стал его лирическим летописцем. Его фильм «Напевы родной стороны» — это не просто кинолента. Это признание в любви, вышитое золотой нитью поэзии и музыки. Фильм, ставший лауреатом премии имени Габдуллы Тукая, с огромной нежностью говорил о красоте родного языка, о мудрости земли, о песне как дыхании нации.
В эпоху, когда искореняли национальные пережитки, он бережно собирал и сохранял самое ценное – духовный код народа. Воспитывая актеров, он учил их не просто играть, а чувствовать эти корни. Сарымсаков не совершал громких революций. Он тихо и верно делал самое важное – хранил душу театра, чтобы однажды ее смогли передать дальше. Если Тинчурин говорил с народом языком сердца, то Галиаскар Камал говорил с ним языком ума и воли. Галиаскар Камал дал театру не просто пьесы, он дал ему право на правду. Сын кустаря, он основал издательство «Мягариф» и вместе с Тукаем выпускал журнал «Ешен» «Молния». Но настоящей сценой стала драматургия. «Банкрот», «Тайны нашего города» — это не комедии, а социальная хирургия. Скальпелем слова он вскрывал язвы общества, обличал жадность и лицемерие. Он перевел для татарской сцены Горького, Гоголя, Островского, открыл ей другой мир и заложил главный нерв театра – смелость быть зеркалом своего времени. Его жизнь была служением искусству до мелочей. Он сам рисовал карикатуры, совершенствовал арабскую графику для печати и оформлял спектакли. Он был архитектором целой культурной эпохи. И в 1939 году его имя стало легендой. Театр получил имя Галиаскара Камала. Так дело мастера обрело бессмертие. Инде 1966 жылдан башлап театрда Марсель Сәлимжанов эпохасы башланды дип әйтергә була. Ул 2002 елга кадәр, соңгы көненә кадәр Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры булды. СССРның халык артисты Станиславский исемендәге, Тукай исемендәге бүләк иясе. Ул куйган спектакльләр безнең ул чакта бер генә канал була иде әле, үзәк канал, Мәскәү телевидениесе аша бик күп күрсәтелде. Чөнки алардагы темасы да, андагы хисләр дә, проблемалар да, алар безнең татар халкы өчен генә кызыклы булып калмады. Әйтик, Әлдермештән Әлмәндәр, Туфан Миңнуллин әсәрләре, Әниләр һәм бәбиләр, Муса Җәлилнең тормышына багышланган моңлы бер җыр әсәре. К середине 1960-х годов стало ясно, чтобы спастись от новой творческой спячки, театру нужен был не следующий хранитель, ему требовался первооткрыватель, художник, способный не поддерживать пламя, а разжечь пожар. Таким человеком и стал Марсель Салимжанов. Марсель Салимжанов вернул театру душу. Его принцип – никакой картинности, все строго, лаконично. Он работал по принципу «красиво не значит правдиво». Мы должны говорить о жизни. Марсель Салимжанов был не просто главным режиссером. Он был учителем для целого поколения актеров. Он верил в молодых, растил их, давал им сцену. И когда в 2001 году ему присудили «Золотую маску» в номинации «За честь и достоинство», это восприняли как должное. Критики, зрители, актеры – все знали. Эту награду он заслужил не одной ролью и не одним спектаклем, а всей своей жизнью. Жизнью, которую он без остатка отдал театру. Путь театра между Тинчуриным и Салимжановым был проложен не в одиночку. Это была дорога, которую протарили десятилетия труда целой плеяды режиссеров, актеров, художников сцены. Они, как верные часовые, берегли огонь в очаге, ставили классику, искали новые формы, выступали на фронтах и в тылу. Их имена – страницы отдельной благодарной летописи. «1986 год подарил театру новое пристанище. Лазурная крыша взметнулась парусом в грядущее, став символом возрождения.
Его архитектура – корабль, жаждущий плавания в океане искусства. Голубая кровля, подобно казанскому небу, сделалась сердцем театра, привлекающим взгляды горожан и туристов. Переезд в «Голубой парус» был больше, чем смена адреса. Это был переход в иное измерение. Новое здание с его бирюзовой крышей, парящей над озером Кабан, стало не просто домом. Оно стало символом зрелости и дерзкой уверенности татарского театра в своем будущем. Здесь ставились спектакли, которые стали классикой татарского искусства. Эпоха «Голубого паруса» под руководством Марселя Салимжанова, а с 2002 года Фарида Бекчентаева, обрела свои уникальные черты. Репертуар театра уверенно стоял на 3 китах. Современная татарская драма. Туфан Миннуллин «У совести вариантов нет», Аяз Гилязов «3 аршина земли». Классика национальной сцены. Карим Тинчурин «Голубая шаль». Мировая драматургия. Бомарше, Горький, Шекспир. Актуальность сквозь призму вечных вопросов. Даже исторические пьесы говорили со зрителем о проблемах совести, долга, любви и выборе, актуальных здесь и сейчас. А что же зритель? Он ответил театру безоговорочной любовью и доверием. Мнение зала было единодушным. «Это наш театр высшей пробы», — говорили ценители, отмечая безупречную актерскую школу и режиссерскую глубину. «Здесь говорят о самом главном, о нас и нашей жизни, о татарах», признавалась интеллигенция, ценящая смелость в выборе тем. «Мы приходим сюда как на праздник», — делились чувствами обычные зрители, плача и смеясь на лирических комедиях, которые собирали аншлаги десятилетиями. Театр стал частью души народа, тихой пристанью, местом силы, куда шли за правдой, исцелением и светлой радостью. Так «Голубой парус» выполнил свою миссию. Он дал театру непоколебимую уверенность в себе. Он доказал, что национальный театр может и должен быть большим, профессиональным и современным, не теряя при этом своей души. И вот мы снова у истоков. Анализируя великое древо татарского театра, чьи корни в запрещенных репетициях начала века, а крона в победах на мировых фестивалях, мы неизбежно задаем себе вопрос: каким он является сегодня, татарский театр? Куда направлен его творческий вектор после эпохи Салимжанова? Что дает ему Бекчентаев? И главное, что его ждет? И сама история, словно желая подчеркнуть значимость этого момента, дает нам зримый, осязаемый ответ – переезд. Театр имени Галиаскара Камала, простившись со своей легендарной сценой у озера Кабан, переезжает в поистине феерическое здание на другом берегу. Но об этом чуть позже. Сейчас спросим актеров театра об их чувствах в связи с переездом их любимого дома. Дух татарского театра не живет в стенах. Он живет в нас, в артистах, постановках, драматургах, в самом языке, в нашей памяти. И новое здание – это прекрасное, долгожданное наше здание. Но дух наследия Кариева, Кулахметова, Ашказарского, они, конечно, нематериальны. Они передаются из поколения в поколение через наше искусство. Это, конечно, наверное, ощущение, что-то мы оставляем здесь. Ощущение старого дома, его уникальной ауры, истории, буквально впитавшись в себе стены. Это ностальгия по тому месту, вот где мы сейчас здесь находимся, да, где рождались легендарные спектакли. Но это, конечно, ностальгия такая светлая. Мы, конечно, это будем вспоминать о радости, с улыбкой. Мы теряем, конечно, вот и орнаменты на фасаде, орша шитекләре, шиккен бизекләр. Аларны минем әнинең сеңгелләре оршада шиктеләр. Татарский театр – это театр будущего о людях и для людей.
Театр — это, конечно, не только для меня, для всех артистов, это, наверное, жизнь. Это и горе, и любовь, и потери, горечь, аплодисменты, диалог со зрителем, который длится всю жизнь. Конечно же, прожить на сцене тысячи жизней. Это постоянный поиск истины и красоты. Если бы не было театра, я не знаю, кем... Ну, я был бы, конечно, учителем, да. Потому что учитель, они тоже же артисты, они выходят перед аудиторией и учат детей, показывают пример, как надо быть. Мне кажется, они параллельные, они люди одной вселенной. У меня в старой гримерке есть надпись «Басиашвили». Так и написано «Фанису» от Басиашвили. И нарисован котик. Мне все говорят, нарежь и в рамку поставь, возьми с собой, как вот ощущение того, что у тебя здесь сидел за столом Басиашвили. Главное достижение — это же то, что есть у нас фундамент. То, что построили Абдулла Кариев, Сахиб Джамал Гизатуллин, Волжский, они, мне кажется, даже не могли представить, что сегодня у нас будут вот именно такие здания, оснащенные соңғы техникалар белән дип әйтәбез бит инде. Һәм безне яраткан тамашачылар таш атып, мәчеттән кайтучы картлар көтеп тормаячаклар, безне бөтен җирдә дә яратып каршы алачаклар. Әгәр дә без аларга менә бу тормышны күрсәтсәк, алар мәгәен хуштан тайып егылырлар миңа калса. Тамашачыбыз ул театр, сахна, спектакльләрне яратса, ул бинага да бик тиз ияләшә. Ияләнү күнегү гадәт ул бит бик кызык нәрсә, аңа кеше бик тиз ияләнә. Бар тик йөрәгенә үтеп кергән булсын спектакльләр. Хәзер алар яшьләр безнең тамаша залында күбрәк, безнең артистларыбыз да күбесе яшьләр, талантлы яшьләр. Миңа калса, бу яңа бинада театрның бик кызыклы, күңелле бер ижады киләчәге булачак. Театр ул бетмәячәк. Ул формаларын үзгәртергә мөмкин, әмма ләкин бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Тел мәсьәләсенә. Кайчандыр безнең татар театры һәм Татарстан радиосы милләтне, татар телен саклап калган бер ике зур оешма, учак иде дип искә алабыз без. Һәм шуңа күрә әле дә һәм киләчәктә дә шулай булсын иде. Татар театрында безнең телебез камил булырга тиеш. Мы выпускаем еще больше спектаклей параллельно. У нас сейчас параллельно будут работать все залы, будут во всех залах играться спектакли. У нас сейчас поменялось время спектаклей. Было собрание недавно, где у нас режиссер и наш директор, художественный руководитель сказали нам, что нам точно нужно будет измениться. Мы вот ведем с Ферзаром экскурсии, приезжают зрители из разных городов, стран. Им интересно, что вот в этом зале, восточный зал, вот он у вас такой интересный. Мы так устали от вот обычных постановок, которые просто вот в большом зале играются. Им интересны именно постановки, которые другого формата. Вот у нас уже есть там спектакль играется «Тысяча и одна ночь». Мы как раз там с Ферзаром играем. Когда только выпустили спектакль, разные были комментарии после спектакля, да, разные впечатления у зрителей, но все-таки спектакль нашел своего зрителя, который раньше вообще в театр не приходил. Молодежь подтягивается к нам, то есть наши же сверстники, они вот приходят в театр, они не только как зритель приходят, они еще и на работу к нам устраиваются. То есть у нас новые гримеры, девчонки вот нашего возраста. От языка, мне кажется, многое зависит. Это первая ступень. Мы притягиваем молодежь именно нашими какими-то постановками, и им это нравится. «Тысяча и одна ночь». Альфия, мне кажется, Альфия Авзалова, пусть вечность. Башмачки.
Им нравятся больше современные постановки. У нас есть тоже спектакль по переписке Лики Мизиновой и Антона Павловича Чехова. Тоже вот что-то, связь современности и классики про его письма и на татарском, естественно, да. Синхронным переводом на русский и английский язык. Мы за 4 года так привыкли к этому зданию. Наш первый спектакль, который мы выпускали в новом здании, был «1001 ночь». Мы там постоянно путались, скучали по этому зданию. А потом уже ты, когда уже все там запомнил, что где, привык к этому зданию. Он уже какой-то родной, такой комфортный, то есть большой. там уже работают, там уже живое здание стало живым. Когда мы еще только переехали туда и начали репетировать «1001 ночь», там никого не было, кроме нас в этом здании. А сейчас теплые чувства к этому зданию, ну и много надежд к новому. Свое новое здание. Да, это в первую очередь, конечно, новые здания, новые возможности. И молодежь, она все-таки вот как раз-таки, не знаю, связано это с новым зданием. Ну, наверное, мы не будем врать. Да, это, наверное, связано с новым зданием. Но к нам пришли наши сверстники, то есть татарский зритель. Не только татарский театр уже по чуть-чуть добивается того, что к нему начал ходить не только татароговорящий зритель, не только татары, но и русские, иностранные зрители к нам начали приходить. И это, мне кажется, большое достижение. Пыль этого да. Пыль от наших световых приборов. Она у нас есть. Со всех залов, да. Со всех залов по чуть-чуть собираем. Вот да, то есть это уже у нас есть. Мы не забрали бы, а забрали эту пыль. Удачи. Да, кстати, мне тоже такое. В добрый путь. Умышлар. Или такой. Китайсизм, и что там такое? Да. Чертики старого здания переехали бы в наше новое здание. Но они переедут. Они уже переезжают. Мы их заберем. Большой какой-то богатырь такой. Что-то пластичное, в то же время татарское, с этими чулпами, с юр-юл, вот такие. Он такой богатырь, но он такой хрупкий какой-то. Не, наверняка веселый, да, веселый. Даже не то, что не, мне кажется, суровый такой злой чуть-чуть. Ну, это что-то, да, непонятно. Смотря в какой постановке, да, на самом деле. Мы будем сильно скучать. Мы будем... Давай с нами. Мы не знаем, что будет дальше, но мы будем возвращаться. Спасибо тебе за опыт, спасибо тебе за возможности, которые ты нам дал. Прям плакать хочется. Мне кажется, мы еще как-то встретимся, неважно где. Но у нас вот эта связь все равно, она останется, мне кажется. Мы не будем его терять. Много ролей, пожалуйста. Много работать. Много работать, трудиться, да. И не сдаваться, и творить самому что-то. Потому что если в этом здании мы всегда работали с режиссерами только, то новое здание нам дает такую возможность, что мы можем сами что-то придумывать, поставить. Вот. И главное, не лениться. Да. Такие возможности, их нужно использовать. Иң беренчедән саулык сәламәт булып калыйк. Спектакльләрдә күбрәк күрешергә язсын. Без сине, хөрмәтле тамашачым, бик каты көтеп калабыз. Безнең төрле залларда һәрберсендә очрашырга насыйп булсын. Без сезне көтәбез һәм яратабыз. Здание с голубой крышей стало не просто зданием, а символом татарского театра и его возрождения. Оно объединило прошлое и будущее, традиции и новаторство, став маяком культуры для многих поколений.
Это не просто здание. Это застывшие ноты, взлетевшие в небо. Творение мастеров из Японии и России парит у воды. То ли фантастический корабль, то ли ледяной бутон, распустившийся на ветру. В его линиях смелость грядущего и отзвуки старых тюркских преданий, что хранит озеро Кабан. А внутри, под сводами из стекла и света, зарождается душа нового театра. Река времени татарского театра глубока и полноводна. В нее впадало много ручьев, каждый нес свое – боль, смех, надежду. Они определили ее сегодняшнее русло, превратили театр в крепость. А Фарид Бекчентаев, вступив в эту крепость, распахнул ее ворота в мир. Сегодня голос татарского театра принадлежит миру. Его слышали в Ташкенте, Китае, Индии, Бухаресте, Варшаве и Берлине, в Стамбуле и Лондоне. Он не просит перевода. Пластика, свет, тишина говорят на языке, понятном каждому сердцу. Критики называют это магией регистров. А зритель просто чувствует, потому что есть вещи, которые не нужно переводить. Их нужно прожить. И теперь у этого голоса есть дом, способный звучать на весь мир. Давайте узнаем о деталях работы нового дома у художественного руководителя театра. От перемен мест творчество не теряется. Даже когда было принято решение построить именно на этом месте здание, артисты подходили, говорили, почему, зачем мы хотим здесь, и потом, зачем нам уходить из центра города. Тогда я им сказал, центр там, где мы. Мы же не везем в Уфу на гастроли, или в Москву, или в Петербург здание. Мы везем спектакли. Зритель идет на артистов, на спектакль, на содержание спектакля, на режиссеров. И приобрели новые возможности в технологиях, новые возможности выражения интересных идей национальных. Например, в новом театре 4 пространства, 4 зала. Не только, допустим, 700 мест, а есть площадка, где камерный зал, где зритель и артист очень близки. Универсальный зал, где все механика, свет, звук двигаются, и можно разные сделать пространства. И еще самое интересное и самое отличительное от других театров — это у нас восточный зал, то есть круглый зал, где можно проводить интересные перформансы, интересные спектакли. Это вызов не только техникам, это вызов творческим людям. Мы специально придумали, чтобы смогли в этом пространстве выразиться. Это вот как отсылка, тот же самый наш Сабантуй. Или же, если вообще в древность отойти, тот же самый Колизей. Это погружение, я бы сказал. Мы даем этой сценой жизнь для художников. Они начинают думать, они начинают фантазировать. Это не стандартные такие площадки, где нужно уже работать. Красивым, хорошим, богатым. У татар есть менталитет очень хороший. Они любят театр. У них большая любовь к театру, представлению. Это тоже очень важно. Если твоя нация тебя не поддерживает, ты не развиваешься. Естественно, другие нации тебя поддержать не смогут. А вот так, потому что мы играем все на татарском языке, каждый спектакль. У нас синхронный перевод, русский, английский язык каждый день, и мы видим и считаем, сколько берут переводов. Их становится все больше и больше. Не от того, что становится татар, которые не говорят или не понимают на татарском, а говорит о том, что нашими спектаклями, нашим творчеством больше интересуются и другие народы. Российская Федерация тем и красива, и богата, что у него многонациональность. Надо вкладываться в культуру, вкладываться в театры, потому что театр — это синтез нескольких видов искусств. Это и изобразительное искусство, это и речевое искусство, и режиссура. Много тоже. То же самое костюмы и так далее, так далее. Если хочешь узнать, кто такие татары, приди на «Голубую шаль» спектакль. За 3 часа ты поймешь, кто такие татары, увидишь изобразительное искусство, услышишь музыку национальную. Она не меняется, она развивается, она становится более удобной.
мы сделали более удобные для сотрудников нашего театра, тем же самым, кто изготавливает декорации, кто создает, то есть декорацию, спектакль создает, и кто обслуживает этот спектакль, потому что в театре есть обслуживающий персонал. Для них больше в этом театре удобства и больше инструментов для развития. То есть если человеку не показать, что это быстро, удобно и легко, дальше человек не будет двигаться. И здесь мы тоже для сотрудников создали комфортные условия труда и также дали им хорошие инструменты, в чем искусство быстрее создается. То есть сокращение на сегодняшний день нужно сократить время производства. Мы это здесь добились, и это быстрее намного, и это нравится молодежи. При проектировании, при строительстве данного объекта участвовали наши сотрудники и монтировочного цеха, и костюмерного цеха, и радио, и видео цехов. Все они участвовали при создании. И сейчас идет период передачи эксплуатации. То есть это шло параллельно. Не просто строители построили, и мы сюда зашли. Не было такого. Мы вместе с ними строили. Данный объект очень быстро построился в тандеме строителей, проектировщиков, дизайнеров и, естественно, и правительства Республики Татарстан. Из-за этого, я думаю, скорость тоже хорошая. Чувствую, что будет очень много работы, и нужно работать 2-3 раза больше. Я это чувствовал, я это предвидел. И это очень меня радует, что работа не только для меня, а для многих. Я чувствую гордость. Я чувствую гордость за республику, я чувствую гордость за татарский театр, что в него вкладываются. Потому что только наше желание театралов такое не осуществится. Меняет вширь, меняет осознание, что мы делаем для будущего национального театра. Это же не на 10 лет и не на 50 лет, а на много-много больше. Театру нужен был ремонт. Посчитали, сколько стоит ремонт того здания старого. Бекчентаев, главный режиссер, и я, мы сказали, нам просто ремонт не нужен, нам нужно расширение. И сам театр, он расширился в творческом плане и расширился по мероприятиям. У нас больше и штатные единицы больше уже сейчас становится. И нам тесно стало, и мы просили еще репетиционные залы для того, чтобы мы могли нон-стоп репетировать, нон-стоп играть. Несколько проектов расширений предлагалось, но это все портило архитектуру города. И поэтому решили все-таки построить. Зрители наши эмоционально, они все начали говорить: вы спектакль перевезете, а ауру, атмосферу вы не перевезете. Тогда я спросил, что такое для вас атмосфера, аура? Они говорят: вздыхаешь этот воздух и вспоминаешь свою молодость. Так вам нужен запах? Тогда мы пригласили парфюмера. Он разработал запах зрительного зала старого здания. И сейчас мы через вентиляцию запускаем этот запах в новом театре. Мы перенесли и запах. Оказывается, есть такие услуги парфюмера. И мы разработали и действительно сказали: да, действительно пахнет. Вот. Само здание — это уже посыл для будущего поколения. И если в будущем будут идти вот именно национальные спектакли наши на татарском языке, на языке национальном, вот это самое дорогое и то, что для молодежи посыл вот этот вот это. Чтобы они поняли, кто они. Что страна, мир, он многонационален, но в этом многонациональности, глобализации, как вы сказали, не терять свою идентичность. И вот мы, наследники Кариева и Камала, ученики Салимжанова и Бекчентаева, замираем в предчувствии. Старый корабль на улице Татарстан обрел новую душу. Туда с Айдаром Забаровым въехал Тинчуринский театр. История сделала круг. Сцены поменялись хранителями. Символично, что это уже второй обмен сценами между двумя театрами-титанами в истории. Теперь Тинчуринский театр во главе с молодым, амбициозным режиссером Айдаром Забаровым получает мощный творческий импульс.
Это знак живой, пульсирующей экосистемы татарской культуры. Пока пыль переезда тает в свете свежих софитов, в воздухе зависает вопрос: как правда теперь зазвучит? С приходом Фарида Бекчентаева язык театра обновился. Пластика, поэтичность, визуальная метафора вплелись в ткань спектаклей. «Голубая шаль», «Махабет ФМ», «Танец любви» заговорили о семье 21 века, о памяти народа, о миграции. Но вершиной его пути стала не стилизация под современность, а суровый монумент – спектакль «Реквием. Муть Мухаджиры». Это был не просто спектакль, а акт воскрешения. Голод, страх, массовый исход целых деревень вернулись из небытия и закричали со сцены. И в 2024-м он получает главную театральную награду страны – «Золотая маска» за лучший спектакль большой формы. Не просто триумф, а исторический круг, замкнувшийся с достоинством. Прежние поколения дали театру душу и корни. Нынешние — голос, летящий далеко за стены родного дома. Он начинался с дороги. Его гасили запретами, цензурой, страхом. Людей убирали, имена исчезали, тексты замолкали. Но он возвращался. Каждый раз живым. «Муть Мухаджиры» стала голосом о потере дома, о дороге без возврата. Услышанный всей страной, он стал не просто признанием, а восстановлением справедливости. Сегодня у театра есть новый дом, место, где больше не нужно прятать слова. Он оплачен молчанием, стоившим слишком дорого. И поэтому он все еще горит и снова зажигает мир. Сила! Сила! Силим! Силим! Силим, Газиз аға! Силим! Силим, Силим! Силим! Силим, Силим, Силим! Силим! Силим, Силим! Силим!